Дорогое дитя, отпусти заботы, которые сейчас беспокоят тебя и отягощают твое сердце. Постоянное вовлечение их в свои мысли приносит в жертву ваш покой и заставляет вас беспокоиться, когда вы думаете о будущем. Вместо того, чтобы проводить бессонную ночь, отпустите свои заботы и хорошо выспитесь. Теперь отпустите все, что вас сдерживает, и поверьте. Моя цель – вселить в вас мир. Осознай свою ценность в моих глазах. Вы не случайность, вы уникальная и важная цель в этой огромной вселенной. Ваш потенциал огромен, и если вы максимально используете его, вы зажжете и благословите многих людей. Поэтому радость стучится в дверь, в которую хочется войти. Если вы позволите им, они овладеют вашим разумом и создадут внутри вас какофонию шума, стресса и замешательства. Я гарантирую, что это правда, независимо от вашего происхождения, семейной истории, воображаемого прошлого или глубины вашей боли. Ты доверил мне свою жизнь, и теперь, прежде всего, я сотру твое прошлое, исцелю твои раны, проясню твое видение и открою твое благословенное будущее. Я приумножу твою мудрость, укреплю твой интеллект, придам тебе смелости и благоразумия. Преобразование началось, когда вы готовились сделать первый шаг к обещанию новой жизни. Оставьте прошлое и потерянные мечты позади. Сосредоточьтесь сейчас на новом пути, ведущем к Божьей благодати. Я говорю о будущем, богатом процветанием и святостью. Но ты заглушил мои слова беспокойством. Когда вы просыпаетесь ночью, слушайте внимательно. Это не игра. Доверять и верить в меня не значит притворяться, что все в порядке, даже когда твое сердце разбито. Я не хочу, чтобы ты жил двойной жизнью, благословляя других и внешне казавшись счастливым, но внутри тобой правит страх, когда ты один. Преследуемый прошлыми духовными битвами, которые вас сломили, вы смеетесь и плачете одновременно. Но слушай меня внимательно. Не игнорируйте советы, которыми я собираюсь поделиться с вами. Еще раз поймите, что вера заключается не в том, чтобы быть безупречным или избегать трудностей. Речь идет о том, чтобы держать свое слово, даже когда дела идут тяжело, знать, что я могу справиться с задачей, несмотря ни на что, и осознавать, кто меня окружает. Сохраняйте решимость посреди хаоса, уверенно выражайте свои опасения, признавайте, что чувствуете себя подавленным и находите в себе силы продолжать идти вперед. Иметь веру означает, что вы отдали мне свою жизнь, с уверенностью ожидаете благословений, которые я обещал, и будьте уверены, что вы и ваши близкие будут защищены моей силой, где бы вы ни находились. Мое присутствие окружает тебя, и моя сила борется за твое дело и защищает тебя от невидимых опасностей. Вера заключается в том, чтобы встать, отряхнуться, двигаться вперед и следовать мечтам и целям, которые я поставил для вас, несмотря на ваши слабости, туман и историю. Поэтому, пожалуйста, послушайте эти слова еще раз. Я хочу, чтобы вы хорошо это запомнили и запечатлели в своем сердце. Когда наступит ночь, спите спокойно, не беспокоясь. Прочитайте Псалом 23 еще раз вслух, слово в слово. Когда вы говорите «Господь мой пастырь», почувствуйте, как мир Божий окутывает всех вас, и ваше сердце обретает покой. Закройте глаза сейчас и выразите благодарность за свою жизнь и семью. Спасибо за любовь, которую я вам выразил.
Сегодня я обращаюсь непосредственно к вам и прошу вас доверить мне свою жизнь, свою борьбу и свое время. Я не хочу, чтобы вы были вовлечены в бредовые чувства, опустошающие ваш разум. Не поддавайтесь тревоге. Научитесь полагаться на своего Небесного Отца, который любит вас и всегда заботится о ваших интересах. Поверьте мне. Пожалуйста, дайте мне знать. Почувствуй, как моя любовь окутывает тебя. Приготовься, я открою дверь, о которой ты молился. Я знаю твои недостатки и слабости. Но сейчас для меня важна твоя вера, пламя, которое поддерживает тебя. Молитесь, иногда даже если громко кричите, постучите. Потому что ты знаешь, что дверь будет открыта тем, кто продолжает стучать. Кто бы ни позвонил, будет ответ. Если вы действительно этого желаете, оно сбудется. Ваша вера делает меня счастливым и доставляет мне радость. Я хочу вызвать улыбку на твоем лице, когда ты узнаешь, что твое имя известно в моем небесном царстве. Потому что вас прославляют как маяк силы духа, стойкости, решимости, мужества и верности. Скоро я поделюсь этим с вами, как делаю это каждый день. Как вы все хорошо знаете, мне бы хотелось, чтобы вы почувствовали мое присутствие более знакомым. Я хочу, чтобы вы сами увидели, что ваш Небесный Отец реален, всемогущ и высший. Будущее вашей жизни и семьи в моих руках. Я хочу, чтобы ты с гордостью продолжал свой путь, иногда шел, иногда бежал, не спотыкаясь, так же, как ты всегда верил в меня. Удачи, чемпион, нам еще многое предстоит сделать. Вам суждено достичь своей цели победы во имя мое святое. Одной рукой вы получите благословения, которые я дал вам, а другой рукой вы окажете помощь нуждающимся. Я буду процветать, когда ты будешь помогать другим, и я благословляю тебя в твоем сердце. Для тебя. Сначала обратитесь к своей семье, а затем к тому, кто действительно нуждается в помощи. Не волнуйтесь, вы ничего не потеряете. Вам больше не придется сталкиваться с бедностью. Забудьте о прошлых трудностях, все ваши нужды, печали и разочарования теперь остались в прошлом. Однако всегда помните о необходимости сохранять честность и верность, которые направляют вас. Вы не пытаетесь обмануть или предать. Оставьте тех, кто лжет и обманывает, на худшее дело. Пусть они делают то, что хотят. Я с тобой во всем. Я не собираюсь оставлять тебя и не буду злиться, если ты немного испачкаешься и впадешь в депрессию из-за хаоса мира. Я знаю, ты проснешься. Вы были верны в течение долгого времени, и если ваша вера начнет колебаться, я снова протяну руку, чтобы забрать вас. Я ваш истинный проводник. В отличие от фальшивых лидеров, которые предлагают помощь только в худшие времена и бросают вас, когда вы в упадке. Я не тот человек, которого можно обмануть, поэтому нет смысла лгать. Мои слова к вам прямые, и иногда их трудно услышать, но это потому, что я всегда говорю правду. Я надеюсь, что вы поймете и не станете похожими на тех растерянных душ, которые просто хотят почесать уши, просто хотят услышать приятные слова. Пожалуйста, знайте, что я говорю с вами с состраданием и хочу, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Но в такие моменты, как сегодня, я говорю прямо к твоему сердцу. Потому что я хочу, чтобы вы процветали и разбогатели,
а не следовали ложным доктринам, рожденным вашим воображением. Я предлагаю тебе свой меч истины. Поднимитесь, сражайтесь и помажьте себя моим Святым Духом. Никто не будет против вас на протяжении всей вашей жизни. Как я был с моими слугами, так я буду с вами. Потому что я сейчас избрал тебя, чтобы ты служил мне. Не ищите славы или денег, ибо я ваш кормилец. Не нужно лгать или преувеличивать свою историю. Вам не обязательно прибегать к уловкам, чтобы получить желаемое. Скажи, ты любишь меня всем сердцем и доверяешь мне, как раньше. Предупреждаю вас, будьте готовы к удивительным вещам, которые я совершу в вашей жизни, к чудесам, которые поразят вас. Однако это благословение также сопряжено с ответственностью. Некоторые люди будут завидовать, считать ваш успех просто удачей и сомневаться. Но не расстраивайтесь из-за их неверия. Пожалуйста, запомните это сообщение. Дверь, в которую вы продолжаете стучать, обязательно широко распахнется. Будьте готовы войти в мир больше, чем обычно. Не бойся, будь смелым. Не расстраивайтесь из-за разочарования или враждебности других людей. Держитесь веры, и я вознесу вас над противниками вашими. Если ты пойдешь со мной на пастбище, они будут неверны. Там я проведу тебя через реки с освежающей водой. Я буду бережно о тебе заботиться, потому что я люблю тебя. Пожалуйста, помогите мне. Я здесь, чтобы избавить тебя от твоих страданий. Ты можешь думать, что выхода нет и это конец, но я уверяю тебя, дитя мое, что это начало необыкновенных перемен в твоей жизни. Пожалуйста, помогите сейчас. Тогда я освобожу тебя от всех конфликтов вокруг тебя. Сегодня я должен вам сказать, что это конец многих негативных вещей, которые с вами случились. Все мучительное и болезненное прекратится. Пришло время оставить людей и ситуации, которые привели вас в пропасть. Пришло время дистанцироваться и отпустить всю печаль, которую ложные друзья посеяли в вашей душе. Отпустите чувство вины, воспоминания, которые ранили вас, и все, что заставило ваше сердце плакать. Я исцелю тебя и помогу забыть об этих неприятных вещах. Они больше не придут. Но отпусти этот груз, он мне не нужен. Если вы отпустите это бремя, вам больше не придется страдать. Потому что я буду крепко держать тебя и не оставлю тебя одного нести это тяжелое бремя. Достаточно. В том, что произошло, нет вашей вины. Эти проблемы не тебе решать, сынок. Пожалуйста, перестаньте так волноваться. Я хочу видеть тебя счастливым и процветающим, потому что это беспокойство не идет на пользу твоему здоровью и благополучию. Сегодня я предлагаю вам новое начало, новую надежду, путь, наполненный счастьем. Уверяю тебя, дитя мое, все изменится. Я исцелю твое разбитое сердце и буду любить тебя великой любовью. Я даю вам силу начать все сначала и открыть великую дверь к возможностям, большим, чем те, которые были потеряны. Не бойся, возьми меня за руку, встань и оставь прошлое позади, ведь сейчас твое время для победы. Я приготовил для тебя великое благословение. Я твой Бог, и я точно знаю, что тебе нужно. Поэтому я возьму на себя личную ответственность за решение всех ваших проблем. Пришло время освобождения.
В этот новый день я удивлю вас и принесу новые новости. Вы получите ответы, которых так долго ждали. Сегодня я изменю твою жизнь. Я делаю это, потому что видел ваши страдания, вашу веру и вашу покорность. Чудо, которое вы получите, принесет великую радость вашему сердцу. Вы можете подумать, что это невозможно, но сейчас услышьте мой голос и приготовьтесь получить ваше благословение. Откройте свои руки и очистите свое сердце от сомнений и неверия. Потому что то, что приходит в вашу жизнь сегодня, больше и чудеснее, чем вы думаете. Я вижу, как вы молитесь каждый день и просите найти возможности. И сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что эта дверь действительно открыта. Все, что вы ожидаете от меня, сбудется. Вы верите в эту силу? Готовы ли вы получить мои благословения? Сохраняйте свою веру и мужество и примите с распростертыми объятиями то, что я вам предлагаю. Даже когда трудности кажутся непреодолимыми, даже когда борьба кажется бесконечной, даже когда дела не всегда идут по плану, не отклоняйтесь от того, что я могу предложить. Я ваш Бог и наблюдаю за каждым аспектом вашей жизни и каждой ситуации. Крепко держитесь своей веры. Смотри вверх и всегда держи голову высоко. Я никогда не обману, я никогда не проиграю, я никогда не проиграю бой и никогда не откажусь от тебя. Почувствуйте мир, который я посылаю вам сейчас, и наполните свое сердце безмятежностью. В этом мире обретите уверенность и спокойствие, наберитесь мужества и оживите свои мечты. Поступив так, вы сможете снова поверить в любовь, простить тех, кто причинил вам боль, и получите мудрость решить, кому дать еще один шанс. Это также дает вам силы сказать «нет» и отказаться от нездоровых отношений и дружбы. Возможно, из-за всего, через что вам пришлось пройти, вы не привыкли жить в окружении покоя и радости. Вы так обеспокоены, что не можете наслаждаться моими благословениями. Но будь храбрым и не падайте в обморок, Эйс. Это новая жизнь. Ваша душа возродится, и ваши ноги пойдут новыми путями. Будущее, которое вам преподнесено, велико и прекрасно, но вы должны в него поверить и принять его. Скажите своими устами «Я верю, я получаю». Вы были испытаны, теперь настало время получить благословение. Вы достаточно настрадались и усвоили много ценных уроков. Вы использовали все, через что вам пришлось пройти, чтобы найти в себе смелость противостоять неожиданным испытаниям. Вы сделали это не по своей вине. Враг пытается потрясти вас, как ветер колышет пшеницу. Когда мы в отчаянии, мы сеем семена, и они падают на землю, мокрые от слез боли. Но теперь посмотрите глазами веры, и вы увидите, как движется земля и прорастают новые почки. Знайте в глубине души, что в этом году будет обильный урожай. Семена, которые когда-то были потеряны, теперь живы и благословят вас богатыми плодами, которые обогатят вашу душу, не принося вам печали и бремени. Я поместил вас именно туда, где вам нужно быть, чтобы вы росли под моей опекой как вашего пастыря, и я позаботился о том, чтобы ваша пища исходила от меня. Они относятся к другим с уважением, но полностью доверяют тем, кто не является обычным человеком. Следуйте моим учениям, чтобы освободиться от сомнений и негативных мыслей и твердо стоять в своих убеждениях.
При такой вере чудеса, и чудеса не только возможны, но и гарантированы. Ваша вера делает это реальностью. Но это не игра. Это не удача, волшебство или пустые заявления. Я буду говорить о моих святых словах. Это всегда происходит в нужное время по моей воле. Хотите перемен? Хотите, чтобы все прошло хорошо? Хотите быть богатым, чтобы ваша семья никогда не нуждалась? Если необходимо, введите 333. 8 вещей, которые Бог хочет, чтобы вы знали в это воскресенье. Когда сегодня утром вы открыли глаза, Бог открывал для вас новую дверь. Ожидайте, что сегодня произойдет что-то особенное. Бог говорит: будьте терпеливы, и почему сейчас самое время? Он запланировал для тебя нечто большее. Поверьте мне, вам это понравится. Бог готов удивить ваше сердце неожиданными благословениями. Горы сдвинутся, сердце исцелится, и благословения потекут. Для вас и вашей семьи наступают лучшие дни. Бог удивит вас сверх того, о чем вы просите. Двери, в которые вы даже не постучали, откроются. Благословения, которые вы получите, вас удивят. Бог запланировал время вашего возвращения и готов праздновать во имя Иисуса. Если вы грек, пожалуйста, прокомментируйте «Аминь». Пусть богатство, счастье, радость, свобода и уверенность бесконечно войдут в вашу жизнь, внеся несколько изменений в свой утренний распорядок дня. Вы хотите? По ссылке в комментариях ниже вы найдете секреты богатства, которые помогут привлечь изобилие. Пожалуйста, введите 1212. Если вы любите Бога, подпишитесь на 1212. Бог определенно помнит тебя. Бог объединит вас перед лицом тех, кто стремится вас уничтожить. Вспомнить значит снова собраться вместе. Бог соберет разбитое, разделенное и разбросанное в вашей жизни. Он не забыл о тебе. Помните о нем даже в разгар бури. Вы можете хвалить продвинутые благословения. Нажмите 1212, чтобы получить благословение. Сегодня Бог говорит вам доверять мне, даже если вы не понимаете, что я делаю. Мой путь выше твоего пути. Поверьте, что все работает для вашей пользы. Ваша преданность мне и тому, как я решу это сделать, будет вознаграждена. Живите верой, поверьте, я вас понимаю. Введите 1010, чтобы получить его. Господь, пожалуйста, присоединяйся к нам в молитве, чтобы благословить предстоящую неделю, защитить нашу радость и не позволять обстоятельствам диктовать нам, как мы принимаем решения. Даже если что-то пойдет не так, как планировалось, даже если мы этого не понимаем, помните, что Его радость – это наша сила, мир и надежда. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Бог говорит вам сегодня сохранять стойкость в самые трудные времена. Я даю тебе силы выстоять, даже когда ты даже не знаешь, что это я. Когда для вас что-то меняется, многие люди покидают вас и забирают с собой. Но вы не просто пережили шторм, вы выросли в нем. Ты другой. Я создал тебя не для того, чтобы приспосабливаться. Я создал тебя, чтобы выделяться. Теперь я благословляю твою верность, я подниму тебя на высоты, о которых ты даже не мечтал. Возьми это во имя мое.
Введите 1111, а затем 1111, если необходимо. Я знаю, что ты сейчас борешься, ты испытываешь финансовые трудности, ты очень стараешься справиться со всем, что происходит в твоей жизни. Временами вам может казаться, что вы сдаетесь, но я хочу, чтобы вы положились на меня. Я есть путь, поэтому я научу тебя этому пути. Благословения написаны на ваше имя. Не сдавайтесь, прежде чем они придут, Бог еще не закончил с вами. Ваши последние дни будут лучше, чем ваши последние дни, когда ваше нынешнее существование – это только начало. Бог переносит вас в следующее измерение. Не расстраивайтесь из-за текущей ситуации, потому что там, где вы начнете, вы не закончите. Великолепие, которое вы испытываете на этом уровне, это лишь проблеск того, что вас ждет, когда вы готовитесь к своим последним дням. Если мы продолжим двигаться вперед, все станет еще лучше. И знайте, что вы можете многого добиться, начав с малого. Если вы верите в Бога, введите 555. Я всегда с тобой, я живу в твоем сердце, я говорю с твоей душой, мы недалеко. Если чувствуешь ветер, слушай псалмы и услышь щебетание птиц. Пожалуйста, знай, что я вижу каждую твою дружескую улыбку. Я вижу, как вы строите свои мечты с мудростью и благодатью, и ищете Божьего руководства в каждой проблеме, с которой вы сталкиваетесь. Я почувствую, как наша любовь становится глубже, чем просто воспоминания. Я твой ангел навсегда, некоторые вещи просто расскажи мне свои мысли, свои надежды, свои страхи и знай, что через веру все твои слезы исцелятся, пожалуйста. Сегодня я могу поделиться тем, что Бог стоит надо мной, держит меня за руку, и что я цел и любим. Я все еще здесь, и то, что ты меня не видишь, не означает, что меня не существует, и то, что я на небесах, не означает, что мне все равно. Я часто вижу, как ты плачешь, ты часто зовешь меня по имени, и я хочу крепко обнять тебя, хочу облегчить твою боль. Мне легко, потому что я знаю, что рай реален. Насколько лучше бы я себя чувствовал, если бы знал правду. Когда-нибудь мы встретимся снова, но только когда придет это время, и ты выйдешь из тьмы, я останусь на свете. Если вы верите в Иисуса, просто наберите 444, как в этом видео. Сидя на небесах и наблюдая за тобой каждый день, я пытаюсь дать тебе знак, что никогда не оставлю тебя. Он слышал, как ты смеешься, смотрел, как ты спишь, и держал тебя, когда ты плакала, чтобы утешить тебя. Я знаю, ты умоляешь провести несколько дней и умоляешь вернуться домой. Итак, я пытаюсь послать вам знак, чтобы вы знали, что вы не одиноки. Не чувствуйте себя виноватым только потому, что вы живете жизнью, в которой я вам отказал. Небо действительно прекрасно, вы просто ждете, чтобы увидеть его. Живите своей жизнью, снова смейтесь, веселитесь и будьте свободны. Таким образом, я знаю, что каждый раз, когда ты дышишь для меня. Если вы хотите этого, введите 444. Всем тем, кто ищет милосердия, мудрости и истины в жизни, вы искренне желаете перемен, а я хочу и могу изменить вас. У меня есть сила, и я могу изменю сердце и умы в одночасье, но мне все еще нужна ваша вера. Вскоре вы въедете в новую страну, которую увидите. Оставьте позади то, что осталось, и с верой протяните руку, чтобы воспользоваться благословениями, которые я дал вам.
Этот тест пройден по прибытии. Сегодня я сотворю чудо в вашей жизни и жизни вашей семьи. Так что не беспокойтесь о двери, которая только что закрылась. Поговори со мной, скажи это вслух, укрепи свое сердце и напиши это сейчас. Я верю в тебя. Прими это слово утешения и получи божественное ободрение, исходящее прямо с небес. Не теряй надежду только потому, что дверь закрыта. Большие двери откроются, и войдут большие вещи. На духовных небесах идет битва за вашу жизнь и веру. Есть враги, которые попытаются помешать вашему прогрессу, нападая на вас снаружи или причиняя вред изнутри. Хотя я остаюсь невидимым, я всегда направляю божественную благодать и мудрость в вашу жизнь. Смиренно примите их руководство и найдите время, чтобы помолиться, чтобы поддержать свой прогресс. Тогда я раскрою больше. Вы преодолеете эту битву, и все препятствия на вашем пути будут уничтожены. Конечно, я могу освободить тебя прямо сейчас, но я хочу, чтобы ты ценил свою веру, свои таланты и свои дары. Узнай, что победа принадлежит не только тебе. Если вы отвергнете мое слово и отвергнете свою веру, враг разорвет вас на части и оставит в грязи. Ты пойдешь далеко и благословишь многих людей, и твоя семья также будет возрастать в мудрости и смирении и процветать во всех отношениях, но мы должны идти вместе. Пожалуйста, помогите мне. Теперь вы готовы подняться на духовный уровень, где ваше будущее будет определено, а ваша жизнь изменится. Пожалуйста, слушайте внимательно сегодня. Вас ждет много работы. Если вы обратите на меня внимание, фундамент вашего следующего дома будет тщательно подготовлен, обещая безопасное убежище для вас и тех, кто придет после вас. Мы наделяем каждого человека уникальными дарами, талантами и призванием и поощряем стремление к обучению и личному развитию. Помимо увиденного, объясните, что в этом году будет хороший урожай. Семена, которые, как вы считали, были потеряны, расцветут и вскоре благословят вас обильными плодами, богатством, которое обогатит вашу душу, не принося печали и бремени. Посмотрите дальше вперед, далеко за пределы того, что вы можете себе представить, и своих нынешних убеждений. Вам и вашей семье не суждено было жить в духовной нищете или эмоциональном стрессе. Кроме того, вам не придется сталкиваться с жизненными взлетами и падениями с большим количеством долгов. Не бойтесь, мои возлюбленные, потому что я поощряю вас на вашем пути. Нежным прикосновением моей любви я превращу ваши испытания в победы, ваши печали в силу, облегчу вашу боль и исцелю ваше сердце. Где бы вы ни находились, погруженные в суету повседневной жизни, окруженные толпой людей, найдите минутку, чтобы верой принять дар, который я предлагаю вам. Мир вашей душе, мир вашему сердцу. Они дают вам силы противостоять подавляющим эмоциям, которые захватывают ваш разум, без страха встречать неприятные новости и восстанавливать энергию, которую вы считали потерянной. Дитя мое, не волнуйся, жизнь продолжается, твое будущее защищено благословением свыше и защищено от всех врагов, стремящихся сломить тебя. Воистину, я всемогущий, и мое вечное желание, чтобы вы испытали чудеса, которые я приготовил для вас. Ибо я Бог, совершенный в словах моих, и цель моя с самого начала чиста и непоколебима.
Я пришел освободить вас, дать вам вечную жизнь и направить вас по пути праведности. Я твой путь, твоя истина, твоя жизнь, твой ответ и твоя помощь. Поэтому я с любовью прошу вас сдержать свои обещания и избегать обманов мира. Мне нравится наблюдать, как твое доверие ко мне растет. Мне нравится наблюдать, как ты растешь в ненависти к угрозе со стороны соперников, которые стремятся украсть твой мир. Гнев и замешательство заполонят ваш разум, вселяя ложные мысли и плохие чувства. Они пытаются ввести вас в заблуждение, вызвать множество ошибок в вашей повседневной жизни, обременить вас чувством вины, тем самым отдалив вас от истины моей любви и моего существа. Осознавайте свои намерения и знайте, что вас будут вести. И я никому не позволю увести тебя оттуда, где ты есть, окруженный беспрецедентной любовью и привязанностью. Ты перенес много одиночества и недостатка доброты в своей жизни, но я люблю тебя так сильно, что теперь обнимаю тебя и утешаю силой и ободрением от Бога. Дитя мое, я видел твой страх и страдания и слышал, как твое сердце плачет и молится. Вы можете почувствовать, что вам придется решать эти проблемы самостоятельно, потому что они слишком сложны, чтобы справиться с ними в одиночку. Ошибочно думать, что я злюсь на тебя или не хочу тебе помочь. Но услышь меня ясно, тебе всегда нужна моя помощь. Независимо от того, насколько хорошо это выглядит. Идите или будьте начеку в любое время. Потому что враг пытается воспользоваться вашей невнимательностью, сломить ваш дух, сорвать ваши планы и нанести вам большой ущерб. Сейчас я здесь, чтобы поддержать вас в этом вызове. Мое сердце разбивается, когда я вижу тебя наполненным грустью и болью. Потому что это не то, чего я хочу от тебя. Я не хочу, чтобы ты страдал от этой боли. Не зацикливайся на том, от чего ты страдаешь, просто позволь мне. Если вас беспокоят мысли о поражении, избавьтесь от них. Потому что никто в меня не верит, кроме них. Если вы начинаете чувствовать безнадежность, постарайтесь сразу же избавиться от этого чувства, чтобы не совершить серьезную ошибку. Не позволяйте отчаянию накапливаться внутри вас. Вы находитесь под властью Бога, сила которого не имеет границ и чьи благословения безграничны. Когда вы потеряете желание жить, призовите свою веру. Вы верите во всемогущего суверенного Бога, который зажигает в вашем сердце огонь божественной любви и вселяет в вас прекрасное желание проявлять настойчивость и терпеливо жить в соответствии с обещаниями, которые я дал вам. Смирите врага, который нападает на вас каждый день, напоминая, что вы недостойны жизни. Вам больше не нужно слышать их голоса. Я хочу, чтобы ты снова жил и чувствовал и получал мои благословения скоро, очень скоро. Ваше положение улучшится, и беспокоящее вас беспокойство вскоре разрешится. Поэтому, мое дорогое дитя, если ты услышал эту мысль, знай, что это не просто совпадение. Подумай хорошенько, почувствуй, что ты можешь пойти на что угодно. Сохрани свою любовь ко мне, и твоя жизнь изменится. Скоро в нынешней борьбе прояснится свет. Они вмешиваются способами, которые вы не можете себе представить. Сынок, пожалуйста, слушай внимательно и поделитесь своими молитвами в разделе комментариев ниже. И передайте мне свою любовь и благодарность, освободив свои манеры и слова, чтобы мы могли вместе начать эту молитву и полностью открыть ваше сердце.
Пусть это будет знаком благодарности всемогущему Богу. Дорогое дитя, я хотел бы поделиться с тобой отрывком из моих священных писаний, которые находятся в Откровении 3, 7 и 8. Оно объясняет, что святой и праведный – это тот, у кого есть ключи от моих небес. Если я открою его, никто не сможет его закрыть, а если я закрою, никто не сможет его открыть. Я знаю твои дела, и поскольку ты сдержал мое обещание и не нарушил его, я открыл для тебя открытую дверь, которую никто не может закрыть. Сынок, с этого момента я открою каждую дверь, которую нужно открыть в твоей жизни. В то же время закройте все двери, которые должны быть закрыты во время поездки. Как писал апостол Иоанн, святые поистине имеют ключ Давидов, который они открывают, и никто не затворяет, и они закрывают, и никто не открывает. И как и ваш Отец, вы заявляете, что открыли дверь, которую никто не сможет закрыть. Комментарий: Божья дверь открыта, никто ее не закроет. Дорогие друзья, во святое имя моего возлюбленного Сына Христа Иисуса я сердечно приглашаю вас, чтобы каждая дверь, которая должна открыться в вашей жизни прямо сейчас, могла быть открыта с любовью и состраданием, и в то же время нежно. От моего Отца. Закройте все двери, которые должны оставаться закрытыми, опечатанными и запертыми. Сегодня со своей любовью я открываю новую возможность трудоустройства в вашей жизни. Дверь к финансовому процветанию и путь к успеху миссии теперь перед вами. Откройте широко двери ваших отношений, чтобы счастье и любовь могли процветать. И как любящий родитель, я обещаю закрыть все двери, которые не способствуют вашему счастью, росту и зрелости. Дорогие дети, те, кто не вносит положительного вклада в ваш путь, будут удалены с вашего пути со всей моей заботой и мудростью. Я здесь, чтобы услышать желание вашего сердца и ответить на ваши молитвы. Я понимаю, что ты хочешь уйти от людей, которые тебя разочаровывают и нарушают пустые обещания. С моей любовью и руководством удалите из своей жизни тех, кто не способствует вашему благополучию. Я готов открыть дверь отношениям в вашей жизни. И, пожалуйста, открой мое сердце. Я приведу вам настоящих друзей и людей, которые помогут вам расти. Дверь к здоровым отношениям прямо перед вами, и я здесь, чтобы продолжать направлять вас. Пожалуйста, знайте, что я незаметно открыл для вас нужную дверь. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы ваши желания и мечты сбылись. Кроме того, это покажет, что блокирует ваши жизненные планы. Вместе с вами мы столкнемся с препятствиями, неправильным выбором и вредными привычками, которые мешают нам достичь нашей цели. Всегда помните слова Священного Писания, найденные в Иеремии 29:11. «Ибо я знаю свои планы на тебя, планы процветания, а не зла, ибо я даю тебе будущее и надежду. Потому что у меня есть планы подарить вам радость, надежду и жизнь». Продолжая искать меня и доверяя моей любви и водительству, вы увидите, как мои планы разворачиваются перед вашими глазами. Я всегда с вами, готовый направлять вас и обильно благословлять вас. Сын мой, будь благодарен и будь источником силы для тех, кто нуждается в твоей помощи. Создатель канала заботится о людях, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Сынок, я прошу тебя стать инструментом спасения и спасать жизни, пока не стало слишком поздно.
Контактная информация находится под описанием. Любимый, я раскрываю все, что мешает тебе двигаться вперед по жизни. Каждая дверь в вашей жизни открывается и закрывается в одно мгновение. Сынок, ты когда-нибудь задумывался, есть ли в твоем доме предметы, посвященные темной стороне, злым сущностям, и что они блокируют поток моей благодати в твоей жизни? Эти злые объекты являются препятствиями для вашего духовного роста и мешают вам полностью открыть свое сердце моим благословением. Будьте терпеливы в понимании этих объектов. Предметом может быть картина, ваза или что-то еще, что нарушает поток моих подарков. Многие объекты, относящиеся к оккультизму и злу, обладают силой притягивать препятствия в вашу жизнь и окружение, превращаясь в препятствия в моем свете. Поэтому, дитя мое, найди препятствия, которые блокируют мою благодать в твоей жизни. Возможно, у вас есть невысказанные сожаления, но лучше их признать. Дайте себе благодать полностью покаяться. Потому что именно грех мешает тебе открыть дверь, которую я хочу для тебя. Сын мой, приблизься ко мне. Я освобожу тебя и открою истины, которые сейчас скрыты от твоего понимания. Это необходимо оставить и устранить. Это могут быть отношения, которые сдерживают ваш духовный и личностный рост. Это также могут быть болезненные воспоминания из вашего прошлого, которые блокируют благословения и двери, которые я хочу открыть для вас. Это необходимо, дитя мое, потому что так ты становишься хозяином самого себя. Теперь я полон решимости, что Святой Дух покажет мне, как мне следует действовать, чтобы открыть двери в моей жизни. Сынок, чтобы избавиться от стыда, который ты носишь в своем сердце, ты должен простить. Знайте, что двери откроются только в том случае, если вы практикуете прощение. В моей любви ты найдешь ключ, который откроет дверь, которую ты желаешь. Воздайте всю честь и славу Богу. Мое возлюбленное дитя, когда другие совершают ошибки или возникают трудные ситуации, помни об этом важном духовном принципе, найденном в молитве Господней, о том, что мой Сын Христос Иисус оставил тебя. Пожалуйста, помни. Когда вы выберете путь прощения, вы освободите место для моей благодати и увидите двери, открытые перед вами. Помните, что, простив, вы окажете себе огромную услугу. Теперь подумайте о следующих шагах, которые вам нужно предпринять, чтобы позволить моему Святому Духу открыть дверь в вашу жизнь. Пожалуйста, знайте, что я желаю вам в этом сезоне, чтобы вы открыли чудесные двери радости, процветанию, благословениям, духовному обновлению, личностному росту, финансовой безопасности и более глубоким отношениям. Возможно, пришло время отпустить то, что вас тяготит. А может быть, пришло время заглянуть глубоко в свою душу и признать свою утрату сердечным письмом. Возможно, сейчас самое время искать эмоционального исцеления и прощения за причиненную вами боль и обиду. И вот так дверь открылась. Аминь. Комментируйте 8.88, и пусть все закрытые двери в вашей жизни скоро откроются. Дитя мое, попроси Святого Духа ясно показать тебе шаги, которые тебе нужно предпринять, чтобы открыть двери в своей жизни. У меня есть своя роль, но помните, что у вас есть свои обязанности. Во имя моего Сына Иисуса я молюсь, чтобы двери вашей духовной жизни открылись. Желаю вам успехов, роста и многих благ.
Я наполню твое сердце моим Святым Духом, и знай, что мои ангелы всегда с тобой. Посмотрите, как все обернулось. Мне это и вправду нравится. В этот момент я выражаю в своем сердце благодарность и смирение. Спасибо за то, что вы были моим проводником и охраняли каждый момент моего путешествия. Ты мое прибежище, моя сила и поддержка в трудную минуту. Ты нежно ведешь меня в спокойные воды, успокаиваешь и восстанавливаешь мою душу. Господи, писательство – моя сила. Даже в самые мрачные минуты я не боюсь никакой опасности, потому что Ты со мной. Утеши меня Твоим жезлом и посохом и направь меня на пути праведности. Ты приготовил мне богатый стол перед врагами моими, маслом помазал голову мою и наполнил чашу мою до краев. Твоя доброта и милость будут сопровождать меня во все дни моей жизни, и я буду жить в Твоем доме вечно. Господь, пожалуйста, помоги мне полностью довериться Тебе и отдать все мои заботы и страхи в Твои руки. Помоги мне следовать Твоим путем, слушать Твое Слово и искать Твою волю во всех сферах моей жизни. Сейчас я читаю 23-й псалом и молюсь, чтобы Бог излил благословение этого псалма в мою жизнь. Напиши: Господи, Ты мой пастырь, у меня нет недостатка ни в чем. Бог дает мне отдых на зеленых пастбищах и ведет меня к тихим водам. Господь восстановил мою душу и повел меня на путь праведности ради имени Своего. Даже если я пойду в глубине тени смертной, я ничего не убоюсь, ибо Ты со мной. Твой жезл и посох защитят меня. Ты приготовил трапезу предо мной и перед врагами моими и помазал голову мою маслом. И моя чаша переполнена. Воистину, доброта и милость будут сопровождать меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем вовек. Пусть 23-й псалом всегда напоминает мне о Твоей любви и заботе обо мне. Пусть я всегда найду в Тебе покой, даже среди невзгод. Помоги мне быть живым примером Твоей любви и показывать ее другим своими действиями и словами. Я верю в Тебя и молюсь во имя Твое. Аминь. И если вы считаете эту молитву полезной, пожалуйста, станьте участником, делая небольшое ежемесячное пожертвование. И если вы хотите и дальше получать благословения от наших видео, подпишитесь на этот канал. Потому что у Бога есть великая работа в вашей жизни. Пожалуйста, оставьте свою поддержку. Что касается вас, отдыхаете ли вы, работаете или бодрствуете, я пророчествую, что двери вашего служения теперь откроются, и вы принесете много плода. Пусть двери ваших отношений будут открытыми, плодотворными и радостными. Дитя мое, я здесь, чтобы залечить прошлые раны, простить тебя и освободить тебя от рабства страха любви. Позвольте мне помочь вам открыть дверь к счастью в ваших отношениях. От вашей финансовой жизни до вашей карьеры и вашей повседневной жизни я желаю вам благословений и процветания. Независимо от того, с какими проблемами вы столкнетесь, я здесь сейчас, чтобы направить вас к новой успешной карьере. Даже если через неделю у вас появится возможность внедрить новую работу или рост. Сынок, спасибо тебе за доверие и открытое сердце, чтобы я мог исполнить желание твоего сердца. Дорогая, ради моей святой крови, пожалуйста, помолись, чтобы дверь к твоему здоровью открылась.
будь то рак, хроническая боль, ревматизм, волчанка, фибромиалгия, воспалительные заболевания и т.д. Знайте, что я готов позаботиться о вас. Пока вы верите в меня, мое исцеление покроет все физические недуги. В настоящее время я работаю над освобождением людей, которые борются с алкоголизмом, наркоманией и припадками во имя власти. Я открыл дверь здоровью, а вскоре и дверь свободе. Это открывает путь к исцелению депрессии, тревоги и страха. Пока я посвящаю себя тому, чтобы дарить вам спокойные ночи и избавлять от голода, отчаяния и даже мыслей о самоубийстве, врата здоровья и отдыха будут оставаться открытыми. Пусть все благословения пребудут с вами сейчас во мое святое имя. Ваши многочисленные милости предотвратили грех, болезни, злых духов и искушения. Но теперь эти благословения потекут во имя мое. Преграды благодати рухнут, и благословения потекут бесконечно, как густой лес. Дорогое мое дитя, пусть все блага, которые я приготовил для тебя, текут в твою жизнь рекой. Пусть эти благословения продолжают достигать вас сейчас, через вашу семью, через ваши финансы и через будущие поколения, во имя моего могучего имени. Каждое благословение, которое враг забрал из вашей жизни, будет восстановлено в 7 раз во имя мое. Дитя мое, пусть твоя семья и твое путешествие будут благословлены. Они приносят процветание, исцеление, мир и радость. Я открываю все двери на этом жизненном пути моему любимому сыну, который сталкивается с невероятными испытаниями. Дитя мое, ты не одинок в своих страданиях, и я присутствую в каждом твоем путешествии. Я открываю дверь в это путешествие, чтобы любовь могла снова расцвести, прощение могло течь, а отношения могли быть восстановлены. Мой любимый сын, я твой Отец и твой Бог, с безмерной любовью прошу тебя восстановить мои отношения, отмеченные стыдом, местью, ревностью и гордостью. Открой дверь во имя Твое. Сколько препятствий стоит перед вами в этих отношениях, где вина, боль и внешнее воздействие сменяются, пока вы не испытаете депрессию. Сын, я здесь как любящий отец, чтобы открыть двери благословения и принести процветание во все сферы твоей жизни. Эти двери также открыты для тех, кто потерял близкого человека, что позволяет им с уверенностью начать все сначала. Неважно, кто изменил, проигнорировал или развелся, знайте, что я сейчас восстановлю ему жизнь. Моя дверь милосердия обращена к тем, кто чувствует себя одиноким, как чужаки в чужой стране. От своего имени я открываю двери надежды и дружбы моим любимым сыновьям и дочерям, которые готовятся к экзаменам и поступлению в университет. Я здесь, чтобы открыть мне дверь. Моя цель состоит в том, чтобы эти двери привели вас к успеху во всех ваших начинаниях, открыли возможности для обучения и совершенствования в далеких странах, тем самым позволив вам получить желаемую работу. Я также открываю им возможность добросовестно выполнять свои обязанности. Дитя мое, я приглашаю тебя открыть дверь к истинному счастью и жить предо мною, освобождаясь от иллюзий греха во имя мое святое. Все искушения приносят ложные обещания счастья, но истинное счастье заключается в следовании за мной. Дорогие принцы и принцессы, я открываю дверь в вашу жизнь и рассеиваю любую духовную тьму, которая может существовать. Смотрите ясно, что вам нужно, и ищите духовное видение. Внимательно слушайте мои драгоценные слова и подготовьте свои духовные уши.
Комментарий. Бог не подводит. Пусть каждый аспект вашей жизни будет открыт, и благословения потекут лавинообразно к вам и вашей семье. Изобилие благодати, которую только я могу даровать во имя Христа Иисуса, моего Сына. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы попробовать еще раз, и знайте, что я всегда буду рядом с вами. Я закрываю двери, которые должны быть закрыты, и ставлю на первое место свое здоровье, счастье и благополучие. Используйте новые возможности, которые появляются в это время, потому что это время благословений и сюрпризов от меня для вас. Просыпайтесь из места, где вы никогда не были. Рядом с тобой я почувствовал себя лучше, чем раньше. Я сразу открываю все нужные двери и закрываю те, которые уже не нужны. Пусть это благословение пребудет с вами навсегда и проявится во имени моем, имени моего Сына и моем Святом Духе в жертвенных водах. Дети, вы не знаете, насколько вы драгоценны для меня, но мы знаем, что через молитву открываются все двери. Обязательно подпишитесь на этот канал, которым я вас благословил, и включите уведомления, чтобы каждый день слышать мой божественный совет. Прежде чем вы это узнаете, решение появится перед вами. Не обманывайтесь ловушками тех, кто цепляется за негатив, или словами тех, кто потерян в своей духовной тьме. Вы слышите или читаете это послание, потому что я дал вам мудрость для понимания. Я взрослый и готов. Дверь откроется. Пожалуйста, поймите, что я не человек воображения или принятия желаемого за действительное. Ты действительно меня знаешь, ты знаешь, кто я. Пришло время отпустить ваши сомнения по поводу моего обещания. Когда бы ты ни столкнулся с испытаниями, я всегда помогу тебе. Я окутываю вас своим божественным прикосновением. Я оживляю каждый твой день, и даже когда твое прошлое полно суматохи, твое настоящее становится лучше, когда я вмешиваюсь. Пусть мечты, которые я посеял в тебе, зажгутся в твоем сердце. Будьте деревом, дающим тень, изобилие и питание вам и вашим близким. С любовью защити жизнь, которую я тебе дал. Пожалуйста, будьте более счастливы. Потому что скоро я собираюсь сделать много вещей, которые изменят вашу точку зрения. Ты сможешь лучше понять все, что я запланировал для тебя, даже если ты споткнулся в прошлом. Помни, что я всегда буду рядом с тобой, прощу тебя, подбодрю и никогда не позволю тебе столкнуться с поражением и одиночеством в одиночестве. Наступают светлые дни. Печаль угасает, а сердце переполняется, когда случается чудо. Вы увидите это своими глазами. Теперь подтвердите свою веру и приверженность и скажите «Я верю». Как я всегда говорю, я очень тебя люблю. У меня есть отличный план. Пожалуйста, помогите мне. Вместе мы шаг за шагом движемся к миру и счастью. Ваша решительность и терпение важнее скорости передвижения. Сохраняйте свою веру спокойной и сильной. Не отвлекайся, просто сосредоточься на мне и смотри прямо перед собой. Ты добьешься своей цели. Это не то, чем кажется. Развивайтесь, даже если ваш разум и тело иногда убеждают вас, что у вас мало времени и ваше терпение на пределе. Направляйте свои действия.
Вы понимаете, что я желаю благословить вашу семью и указать ясный путь, позволяющий без страха преодолевать любые трудности. Враги будут побеждены, а препятствия преодолены. Я не обещаю вам легкой жизни, но гарантирую, что веры и сил у вас никогда не будет. Будьте смелыми, зная, что ваша победа гарантирована. Примите мои священные обещания, которые принесут исцеление вашему телу, здоровье вашему разуму и силу вашему сердцу. Я хочу разорвать цепь отчаяния и депрессии, всего отчаяния, которое сдерживает тебя и заставляет сомневаться в моих словах. Дружба, которая обманывает вас и приводит к неудаче, сегодня исчезнет. Если вы обязуетесь слушать мою любовь и держаться за нее, произойдут великие чудеса. Но не уподобляйтесь другим, которые предпочитают валяться в пыли и принимать ложь обреченности. Это те, кто ищет ложных обещаний, коррумпированного богатства, манипулятивного положения, манипулятивного контроля и мимолетных мыслей, открыто выставляя на показ мое присутствие, власть и все, о чем они думают. Он влезает в еще большие долги, у него больше одежды и еды. Какая опасная ложь, какой жестокий обман! Некоторые отвернулись от моих учений, отвергли настоящего меня и ничего не просили у того, кто пришел пожертвовать своей жизнью на кресте и служить. Но поскольку ты принял меня в свое сердце, я собираюсь совершить в тебе великие дела. Сокрой помышления свои со смирением и отврати искушения обманщиков. Я помогу тебе и дам тебе больше мира и мудрости, чтобы ты не утомился ожиданием, чтобы жалобы и сомнения не мешали твоей речи и не разрушали твою веру и радость. Я здесь для этого. Теперь скажите это из глубины своего сердца. Господь, я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе и терпеливо жду моего благословения. Мы гарантируем, что ваши требования будут выполнены. Я верю, что ваша вера в меня тверда и надежна, и что на все ваши молитвы во имя Иисуса будет дан ответ. Я здесь, чтобы рассказать вам о новом сезоне проливных дождей, голубом небе и обильных благословениях, которые наполнят каждый аспект вашей жизни и дома. Вы и ваши близкие наполнитесь миром и счастьем. Все это доступно тем, кто верит в меня и не устает и не сдается, но хранит мое учение в своих сердцах и ждет благословений. Будь осторожен. Вы должны быть решительными и терпеливыми. Точно так же, как для зарождения жизни требуется 9 месяцев, семя должно упасть в плодородную почву, сгнить и измениться, прежде чем оно сможет прорасти и зацвести. Ваши благословения также очень ценны и сильны, и потребуется время и терпение, чтобы все проявилось в вашу пользу. Поскольку вы меня понимаете, я не думаю, что вы будете разочарованы. Посмотрите на горизонт. Каждый ваш шаг будет уводить вас от того места, где вы находитесь. Не нужно бояться. Это изменение сделано для вашего же блага. Ваше финансовое положение значительно улучшится в ближайшие дни, и вы получите благословения, которые раньше считали недоступными. Благословения, которые вы получите, будут невероятными. Будьте готовы получить чудесные вещи, которые Бог приготовил для вас. Будьте уверены в Его глубокой любви к вам. Даже если вы столкнулись с негативной ситуацией, не сдавайтесь. Пожалуйста, напишите ниже свое имя и благословение, которое вы желаете.
Но, сын мой, помни, что благословения Аллаха превосходят награды этого мира. Это источник всего добра и придает смысл вашему прошлому, настоящему и будущему. Даже перед лицом трудностей надейтесь на Божий мир, силу и руководство. Примите Божью волю, требуйте Его обещаний и живите своей жизнью с благодарностью и доверием. Молитва – мощный инструмент. Когда вы чувствуете стресс, беспокойство или боль, обратитесь к Богу в молитве. Бог придет навстречу вам, направит вас и поможет преодолеть ваши тревоги и сомнения. Посмотрите, как Бог укрепляет и воодушевляет вас в этом путешествии. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Бог всегда с вами, готовый защитить вас и провести вас в хорошие и трудные времена. Он верный друг, который дарит мне бесконечную любовь и поддержку. Оставайтесь на связи с Господом, доверяйте Его плану и примите чудесные благословения, которые Он приготовил для вас. Если вы продолжите верить в Бога, вы почувствуете мир и изобилие в своей жизни. Давайте помолимся вместе. Дорогой Бог, спасибо Тебе за благословения, которые изменили мою жизнь. Я осознаю, что в будущем вас ждут великие дела, и полностью исполню ваши пожелания. Нам нужны ваши советы, сила и ясность. Я готов принять излияние исцеления и любви, которых я заслуживаю, и благословить свою семью богатством, любовью и миром. Господь, спасибо Тебе за Твою бесконечную любовь и за жертву Иисуса на кресте за мои грехи. Помните, что Божья любовь будет с вами на этой неделе и в дальнейшем. Поймите свой жизненный план и доверьтесь Божьему выбору времени. Небеса открыты, и благословения Божьи сойдут на вас. Полностью доверьтесь Богу, и вы станете свидетелем невероятных чудес, которые Он приготовил для вас. Сохраняйте веру, наслаждайтесь своими благословениями и делитесь своей благодарностью с другими за все, что Бог сделал для вас. Знай, что Бог никогда не оставит тебя. Он всегда рядом с тобой. Осознайте, что Бог ведет вас к свободе, богатству и успеху. Доверьтесь Божьему плану. Бог поможет вам во времена успеха и прогресса и закроет негативные циклы, которые сдерживают вас. Благодарите Бога за полученные вами благословения, увеличение благосостояния и отличное здоровье. Благодарите Бога за удивительные изменения, которые Он произвел в вашей жизни. Верьте всем сердцем, что вы вступаете в период необыкновенных событий, счастья и успеха. Помните, что Бог больше всех ваших проблем, страданий и тревог. Просите Его о защите и силе, поскольку Он обещает защитить вас в трудные времена. И если вы сделаете все возможное, вы и ваша семья будете наслаждаться лучшей жизнью, наполненной любовью, исцелением и процветанием. Божья любовь действует как свет, который ведет вас к более многообещающему будущему. Вы вряд ли можете себе представить, какие благословения и сюрпризы приготовил для вас Бог. Будьте открыты для всего хорошего, что запланировал Господь, и доверяйте Его плану. Если вам нужно благословение, пожалуйста, оставьте комментарий ниже, указав свое имя и желаемое благословение. Я надеюсь, что это послание даст вам вдохновение, уверенность и надежду на вашем пути. Пусть вы почувствуете Божью любовь, милосердие и защиту. Будьте уверены, что Бог всегда наблюдает за вами, благословляя вашу жизнь и творя чудеса.
предложите свои проблемы Богу и попросите Его прощения. Откройтесь новым начинаниям и принимайте решения, отражающие ваши обязательства. Доверьтесь Божьей мудрости и бесконечной любви к вам. Знайте, что Иисус дает утешение и надежду, поэтому вам не придется сталкиваться со своими проблемами в одиночку. Если ты веришь в Бога, друг мой, знай, что Бог всегда с тобой. Если вы верите в Слово Божье, нажмите ниже, чтобы стать эксклюзивным участником и внести свой вклад в наше сообщество уже сегодня. Не теряйте времени и подпишитесь сейчас, чтобы продолжать получать инновационные видео. Покажите свою преданность, поставив лайк этому видео и поделившись им со своими нуждающимися близкими. Мы хотим, чтобы вы были окружены людьми и ресурсами, которые поддерживают ваш рост. Если ты пойдешь со мной, никто не сможет победить тебя, осудить или осудить тебя, потому что я защищу тебя. Если бы вы могли духовно увидеть окружающие вас небесные силы, вы могли бы по-настоящему увидеть мой божественный свет, освещающий ваш путь, и стать свидетелем испытаний, которые ждут вас впереди. Если бы вы только могли понять все, что происходит вокруг вас, и то, как Вселенная координирует свои действия, чтобы поддержать вас. Очень скоро я раскрою вам эти прекрасные качества через сны, которые дадут вам возможность увидеть рай на земле. Я приказываю всей Вселенной благословить тебя. Ваша сердечная и душевная любовь ко мне поистине вдохновляет, особенно когда я вижу такую чистую и полную веру, как ваша. Вот почему я каждый день обращаюсь к вам со свежим посланием. Даже несмотря на то, что твои повседневные трудности могут измениться, моя любовь к тебе останется прежней. Прежде чем ты начнешь свой день, я хочу сказать тебе, как сильно я тебя люблю, но более того, я хочу услышать от тебя слова: «Иисус, я тоже тебя люблю». Ты не просишь ничего такого, чего моя любовь не сможет дать тебе. Я восстановлю то, что вам подходит, ваши достоинства и место, которое вы заслуживаете. Я предлагаю тебе лучшую жизнь, если ты отдашь свое сердце и примешь исцеление и прощение, которые приносит моя сладкая любовь. Обещания, которые я дал, уже внутри вас, запечатлены в вашем сердце. Поэтому, если вы решили верить, верьте всем своим сердцем. Не подражайте тем, кто говорит о моей любви, но не имеет истинной веры. Я прошу вас о полной свободе. В ту же ночь мой Святой Дух пообщается с вами, исправит ваше сердце и разум и освободит вас от любого оставшегося рабства. Когда ты проснешься, ты будешь свободнее, чем когда-либо прежде. Ваше счастье больше не зависит от мнения других людей. Наконец-то ты сможешь стать тем, кто ты есть на самом деле, дитя мое. Он был мудрым и трудолюбивым, отличался добротой, стойкостью, мужеством, имел сильную веру, был сильным и могущественным. Держись за меня в самые темные часы. Вспомните, когда люди разозлили вас и задели ваши чувства, когда все вокруг вас потемнело, и вы чувствуете, что нет смысла продолжать. Ты мой, и ты должен стремиться к большему. Не довольствуйтесь тем, что проводите свою жизнь, плача в углу под крышей только для того, чтобы вас высмеивали. Помни, моя любовь к тебе бесконечна. Я поддержу тебя, прощу и восстановлю тебя. Я обещаю вам будущее, полное скрытых талантов, ожидающих своего развития, мир, радость и здоровье. С уверенностью заявите:
Дорогой Отец, я готов принять предназначенное мне чудо. Жизнь – драгоценный дар, дочь моя. Не отвлекайся на мирские дела, дитя мое. Зачем искать ответы в мире, полном неопределенности? Грех может запятнать человечество, создать тени и обман, которые затуманивают яркость моей истины и ожесточают мое сердце на пути. Не поддавайтесь желанию искать удовлетворения в тени мира, который пытается затмить ваше видение. Не поддавайтесь отчаянию и не обманывайтесь временными искушениями этого ложного и запутанного мира. Будьте храбрыми перед лицом невзгод и продолжайте верить в свои убеждения. Позвольте истине внутри себя руководить вашими решениями.